Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС. Об этом заявила Валентина Матвиенко. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету, ЕАЭС, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Нижней палаты Алии Маджлиса Нурдинжаном Исмаиловым. После этого у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия, а также будут устранены определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях, считает она. Если это произойдет, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи, цитирует Матвиенко РИА Новости. Глава Совфеда отметила, что в условиях глобализации ни одно государство не может быть успешным в одиночку. Надо объединять усилия стран, близких по интересам, строящих отношения на взаимовыгодной основе, заявила она. Каждая страна, входящая в состав такого объединения, будет более конкурентоспособной, добавила спикер. Надеюсь, процесс согласования не затянется, и мы будем иметь возможность сотрудничать и в рамках евразийской семьи, заявила Матвиенко. Она призвала узбекистанских коллег активно участвовать в процессе интеграции республики в ЕАЭС. На данный момент в ЕАЭС входят 5 государств – Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Участники объединения пользуются правом свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов. Таджикистан не спешит. Таджикистан пока не решается войти в ЕАЭС, обдумывая и прорабатывая этот вопрос уже 5-й год. Директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Дилавар Кадирзода считает, что возможное присоединение Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу имеет как положительные, так и отрицательные последствия. По его мнению, вступление республики в этот союз имеет благоприятные последствия в сфере миграции, где плюсов больше, чем минусов. Однако, отметил он, существуют некоторые моменты, которые вызывают настороженность, в частности в производственной сфере. Поэтому мы должны изучить эти моменты, сказал ранее таджикский страт.